Желающих поделиться частичкой жизни с нуждающимися выстроилась целая очередь. Сначала донор должен ответить на ряд вопросов о своем здоровье, пройти небольшое обследование, чтобы исключить возможность передачи инфекции через кровь. Сердце, почки, печень, желудок, какие-то проблемы, хронические заболевания. Никаких. А после определяется группа крови донора. У Зубейра Евлоева первая положительная, которая, к слову, самая востребованная в мире. Медицинские показатели у мужчины тоже в норме. Можно смело садиться на донорское кресло и поделиться 450 мл жизненно важного элемента. Сдают кровь сегодня в рамках всероссийской донорской акции «Поколение добра», сотрудники социального фонда и просто желающие. Отделение социального фонда регулярно участвует в подобных акциях, и, наверное, сегодня будут люди и жители нашей республики, кто будет нуждаться в данной помощи. Эта частичка жизни необходима при кровопотерях, которые могут произойти не только в результате тяжелых травм, но и при хронических заболеваниях легких, желудка, кишечника и у женщин во время родов. А люди, те, которые болеют с онкологией, им выделяется в основном плазма. Им нужна плазма. Мы эту плазму выделяем. Благодаря этому люди, кто-то живет на год, кто-то на месяц, кто-то на 2 больше. Как-то она помогает и продлевается жизнь. И еще надо было бы отметить, что очень много идет выдачи у нас в роддом для новорожденных наших детей. Тоже остаются. Благодаря вот и таким людям, как наши доноры, эти дети остаются жить. Сдавать кровь женщины могут 4 раза в год, мужчины все 5. Это даже полезно для собственного здоровья. Снижает уровень холестерина, риск развития инфаркта и инсульта. Я гипертоник. Я себя лучше начинаю чувствовать. Сколько привозят больных, скольким больным нужна наша кровь. Поэтому существуют 4 группы крови. Под этим понимают различные сочетания антигенов и эритроцитов. Донорские банки нуждаются во всех группах крови. Вес должен человека быть более 50 килограмм, 18 лет. Прописка желательно в Ингушетии или временная регистрация в Ингушетии. Ну, противопоказания какие? Ну, те, которые пожизненные, это гепатит Б, С, СПИД, сифилис. Вот. И если, допустим, удаление у человека каких-то органов, обязательно, когда вас врач отпрашивает, врач-трансфузиолог ведет опрос, надо обязательно говорить, что у меня удален орган тогда-то, тогда-то. Ну, если мужчина курит, должен пройти где-то 2 часа до сдачи крови. Если удален зуб, то должно пройти где-то 48 часов. Если болеет зуб, надо обязательно сказать врачу, что вот так и так. Если есть аллергия, тоже желательно говорите, потому что врач же не видит, что у вас аллергия. Бывает, когда она обостренная, в это время нельзя сдавать. А если аллергия прошла, все нормально, можно сдавать. Акция «Поколение добра» стартовала 5 февраля при поддержке Федерального медико-биологического агентства во всех регионах страны. Она запущена с целью объединить всех неравнодушных. Мадина Цора, Магомед Шаухалов, Магаз 24.